Вспомните, сколько было всяких информаций. На территории Ингушетии базы боевиков, с территории Ингушетии поступает оружие, с территории Ингушетии там что только не все зло идет с территории Ингушетии. Один даже руководитель силового ведомства очень просил отдельных политиков сказать о том, что он встречался с Дудаевым на территории Ингушетии. Для чего? Для того, чтобы передать президенту, сказать: вот видите, Борис Николаевич, вот Дудаев находится на территории Ингушетии. Вот надо против Ингушетии тоже вот эти все меры принять, такие же, карательные. И наши соседи, к сожалению, спецслужбы Северной Осетии вовсю давали информацию, дают информацию о том, что сейчас чеченские, ингушские боевики хотят войти в Северную Осетию и силой опять там решать какие-то проблемы. Если вы помните захват аэропорта, откуда пошло? Первый сигнал пошел с Владикавказа о том, что... что произошло? Везли груз, там фирма строит аэропорт. Они везли груз, их задержали в Беслане. И спрашивают: вы куда едете? Мы едем в Слепцовскую, везем оборудование для аэропорта. Ну вот они доложили свою службу, ну и решили помочь нам. А как помочь? Звонят наверх, Слепцовская захвачен боевиками аэропорт. Командующий округом товарищ Квашнин принимает решение на десантирование, высаживается десант, глаза квадратные, люди стоят за билеты, там порядка 8 вертолетов все летало. Начали штурм аэропорта, 3 раненых. Потом... Ну, штурм просто помещение, где были люди. Нет, высадились на площадке, и потом в цепь развернулись и пошли на здание аэропорта со стрельбой. 3 ранили. Потом поняли, что что-то такое здесь не то. Потом грабанули там ларьки, утащили деньги, водку и вот ретировались отсюда.